Это третья часть моего выступления по поводу финского образования. Мне действительно очень понравилась эта система, и я хотела немного подробнее. Я все это прочитала и в тех материалах, которые они нам выдали по окончании курса, программы. Учитель, ну, о зарплатах, конечно, нам интересно знать, сколько получают учителя школ в Финляндии. Учитель в детском саду получает 2600 евро. Средняя зарплата по Финляндии 3000 евро. В начальной школе 3500 евро, предметник в средней школе 4500, директор начальной школы получает 5500 евро, директор средней школы 5900 евро. В принципе, это средняя зарплата по стране. Вот школьная статистика. На ученика-дошкольника тратится 5855 евро, на ученика начальных классов 9016, на ученика средней школы 7697 евро, а на профессиональное обучение тратится 10446 евро. Что изучают в Финляндии? В первом и втором классах изучают родной язык, чтение, математику, природоведение, религию, этику, музыку, труд, рисование, физкультуру. Все занятия, как я уже говорила, начинаются с физкультуры. И даже в 50-градусные, 60-градусные морозы на переменах ученики выходят на улицу. В третьем-шестом классах родной язык, вводится иностранный язык, потом еще два иностранных языка, к которым относятся шведский, французский, немецкий или русский. История, общественные науки, рисование, труд. И увеличивается количество часов на физкультуру. Компьютерная грамотность, хоровое пение, игра на музыкальных инструментах, религия и этика. В седьмом-девятых классах ко всем предметам добавляется химия, физика, биология, география. А на трудах, кстати, мы были в этих кабинетах, мальчики и девочки занимаются одним и тем же трудом. То есть это если столярные какие-то по столярному делу предмет, то и девочки занимаются. Шитьем занимаются мальчики. И все эти залы, все эти классы оборудованы профессионально, оснащены хорошим оборудованием. А на уроках математики обучают прикладным наукам, например, как оформить кредит, открыть счет в банке и так далее. И вообще нам отдельно рассказывали, как финны рекомендуют смотреть фильмы субтитрами. Потому что все телевизионные, иностранные телевизионные программы имеют субтитры. И еще вот к концу хочу сказать, счастье финнов заключается в нематериальных вещах. Это здоровье, семья и друзья. А сами финны удивляются, почему их называют самыми счастливыми людьми на свете, потому что они не привязаны к материальным вещам. Они стесняются этого. У них есть даже пословица, которая гласит: если ты счастлив, скрывай свое счастье. И она в Финляндии считается самой стабильной и наименее коррумпированной страной мира, потому что все строится на доверии. Пресса свободная, президента выбирает народ. И в финской культуре не приветствуется, когда человек говорит много и жестикулирует. Они говорят, что это либо иностранцы, либо выпившие. И вот последнее хотела зачитать. Финские дети не вскрикивают по ночам от нервного перенапряжения, не мечтают поскорее вырасти, не испытывают ненависти к школе, не терзают себя и всю семью, готовясь к экзаменам. И, конечно, это компьютеры, влоги, блоги, они вводят очень рано и обучают этим вещам не дома, а в школах. И поэтому, наверное, есть большой прогресс в образовании.